Малые архитектурные формы относятся к ландшафтной архитектуре. Это небольшие сооружения, выполненные из облегченных конструкций. В частности, это мосты, лестницы, ограды. Из всех мостов Сухуми, конечно, выделяется Красный мост в восточной части города. История его такова. Сначала мост был деревянным. Его возвели для того, чтобы соединить солдатские казармы с офицерскими помещениями, которые располагались на территории современного санатория МВО и РВСН. Второй мост был уже железным. Это небольшой металлический мост с фермами, выкрашенный краской на основе металла сурик, которому оксид железа придает кирпично-красный цвет. Отсюда появилось название моста «Красный». Железный Красный мост через реку Басла явно не соответствовал возросшим требованиям городского движения, и потому было начато строительство нового моста. Он был узок, на мосту не могли разминуться два встречных москвича. У Баслы постоянно создавались заторы транспорта, простаивали в ожидании переезда десятки автомашин. По решению союзного правительства на берегах Баслы началось сооружение нового моста, который был возведен в короткий срок. Этот арочный, однопролетный мост представляет собой образец советского градостроительного искусства. Железобетонный арочный мост расположен на двух опорах, имеет 4 декоративные колонны. Просторная проезжая часть, широкие тротуары обеспечивали все удобства для движения автотранспорта и пешеходов. На мосту располагались 2 пешеходные зоны, которые были отделены от проезжей части металлическим заборчиком и трехполосная автомобильная дорога. От моста к берегам реки вели архитектурно оформленные, богато декорированные лестничные сходы. В сооружении моста строители внесли много творческой выдумки и изобретательности. Отделанный гранитом, украшенный чугунным литьем, мост оформлен красивым орнаментом. Вдоль моста были установлены красивые обелиски с художественно исполненными лампионами. Раньше при входе на мост на тумбах были расположены вазоны. Архитектор проекта по конструктивной части инженер Бук. Архитектурное оформление инженер Таварткеладзе. Бригадиром строителей моста являлся Юрчик. 9 мая 1951 года в торжественной обстановке состоялось открытие движения по новому городскому мосту. Указом Президиума Верховного Совета Абхазской АССР была награждена почетными грамотами большая группа строителей Красного моста. Игорь Петрович, ну что ж, мы с вами стоим у знаменитого, легендарного даже с какой-то стороны Красного моста. Это объект малой архитектурной формы. Но я думаю, зрителям будет очень интересно, если вы нам как специалист расскажете, как он построен, потому что мы обычно сверху едем и не видим всю красоту этого сооружения. Что вы скажете об этом? Ну, данный мост построен в городской черте, является архитектурным украшением города, но, к сожалению, все это видно вот только если снизу посмотреть на это. Построен в 1951 году. До этого выше моста существовал 4-пролетный мост железный на металлических опорах. Сбоку по мосту были небольшие фермы, которые обеспечивали несущую способность. Со временем, после окончания Великой Отечественной войны, уже завершалось строительство Верхней Шерской дороги, то есть грузовое движение стало увеличиваться, так как отсюда шло движение и на Армению, и на Азербайджан, на Грузию. И тот мост мог обеспечить проезд только одной машины, то есть собиралась уже очередь. Все, наступила необходимость строительства нового моста, который бы отвечал хотя бы тем требованиям, которые уже предъявлялись к тому времени. Ну, данный мост является арочным, железобетонным. Возможность построить его обеспечена тем, что в данном месте глубина речки небольшая, и можно было установить опоры для опалубки прямо в русле речки. И
потом, естественно, выставить опалубку и непрерывным бетонированием создать данную конструкцию. Данная конструкция сочетается, прям наглядно можно посмотреть, петербургскими мостами через все эти их каналы. Все очень много общего, и заботились не только о технических назначениях моста, а также о красоте. В этом мосту все хорошо сочетается. Красный мост, который стоял за старый, он был покрашен в красный цвет с суриком, и потом получил название красный. Когда был введен в эксплуатацию данный мост, тот мост разделили, скажем, на две части. Одна отправилась в село Гудаутского района, где сегодняшний день она функционирует, носит название тоже Красного моста, а вторая половина, не доезжая моста царицы, так называемой царицы Тамары, была построена на село Бирску. Буквально лет 5 назад она пришла на негодность, и вынуждены были ее демонтировать и построить там новый мост. Ну, примерно такой же способности грузовой и технически в таком же. Игорь Петрович, значении. вот вы сейчас нам сказали новость. Старый мост железный был разобран и отвезен в Гудаутский район. В Да. какое село? Ну, это по дороге Хваб, Джирху, там находится. этот Село мост. Джирхва. Да. Вот этот знаменитый сталинский мост Он является... тоже называется Я Красным. думаю, это будет интересно для зрителей. Вот. На сегодняшний день этот мост уже не является городским, даже в советское время, потому что объездной дороги вокруг города Сухуми нет, и весь транзитный транспорт, который идет на сегодняшний день дальше Сухума, то есть проходит по этому мосту. Пока требования несущей способности он выдерживает, но желательно, конечно, вести за ним последнее наблюдение и смотреть о тех изменениях, которые могут произойти. В последнее время вниманию властей данный мост не забыт. Произошли какие-то ремонтно-восстановительные работы. Да. Также он был и покрашен, и приведен более-менее надлежащий красивый вид. И это является одним из украшений нашего города. Внешний эстетический вид создает архитектор. Рисует его, рисунки вот эти, потом они передаются конструктору, и тот производит расчеты, чертежи, как расположить все внутренне несущие конструкции, армирование, все, то есть выходит на тот уровень технический, который позволяет создать вот данное такое архитектурное сооружение. Немножко вот, что за арка? Тут, видимо, были питьевые Нет. источники. Это, что это? такое декоративное украшение. Ага, люнеты вот Вот эти. видите, вот здесь арка, здесь вроде как продолжение арки, Да. мягкие формы моста. С той стороны то же самое, просто там уже склады прилепили, все поналепили. Мгм. Потом был сделан подземный переход в советское время, уже перед... Игорь Петрович, вот в одном из сходов моста мы видим всю красоту этого сооружения. Эти красивые люнеты, рустовка цоколем сделанная. Ну и, наконец, эти украшения. Все это очень красиво, правда? Это все соответствует архитектуре того времени, когда не только практически должен был мост соответствовать своему назначению, но и вносились элементы роскоши, красоты. Что на сегодняшний день, к сожалению, сильно утеряно, хотя специалисты говорят, появилась другая архитектура какая-то. Здесь вот мы видим орнаментную часть, облицовка натуральным камнем береговых опор. Даже сами перила, литые из чугуна, с той стороны моста были повреждены перила, и долгое время там, после нашей войны, там просто был закрыт проход, чтобы обезопасить. Но потом уже администрация города нашла специальный завод, который занимается мелким литьем, повезли образец, и они отлили по этой форме для того, чтобы сохранить. Можно было просто все перила снять и поставить какие-то современные, но это бы выбивалось и потерялось бы многое то, что сегодня мост представляет из себя. Мост очень красив, безупречен, я бы даже сказала. И последняя реконструкция еще более подчеркнула его красоту. Просто мост тогда красился 2-3 раза в год, то есть перила были яркие, красные, там с какими-то элементами добавления цвета. Но все, по-моему, так и было. Это мосту уже скоро будет 75 лет.
То есть вот он работает, и видимых таких повреждений и угроз обрушения что-то на нем не видно. Ну и продолжает украшать город. Бог даст, он будет стоять еще 100 лет. Может такое быть? Может быть. Бетон рассчитан на 100 с лишним лет, когда закладывается в расчеты, что он будет стоять. Ну, лишь бы там не было мелких трещин, повреждений, которые могут проникать в арматуру и разрушать ее изнутри. Но на сегодняшний день по мосту, проходя пешком, не чувствуешь никакой вибрации, никаких там ненужных факторов. То есть он жив и будет, будет надеемся, жить. жить. И будет жить. Хорошо, спасибо. Следующий мост расположен в районе Синопа. Мост через реку Дзыгута построен в 50-е годы по проекту инженера путей сообщения Раждена Какуба. На старой фотографии начальник Абдор-трасса, инженер Какуба, осматривает работы по строительству моста. Направляясь в сторону Киласура, мы иногда проезжаем этот мост. Но он такой незаметный с дороги. Он настолько сливается с дорогой, что очень многие жители даже не знают, что проезжают этот мост. Что за конструкция перед нами? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, этот мост, так скажем, относительно молодой по отношению к Красному мосту. Когда была переведена, значит, принята директива постройки дороги республиканской, союзной тогда, второй категории, здесь существовал мост. Вот там видно над левобережной опорой остатки предыдущей опоры. Чтобы ее не разрушать, была построена более широкая опора, и здесь пролет моста зашел на правый берег. Вот. Конструкция моста уже, конечно, значительно отличается от Красного моста, потому что политические изменения были, экономия, начали считать На всем экономить все. И пролетное строение, оно металлическое, балки клепанные, 24 метра длиной. Но, видно, когда проектировалось, все-таки вот эта привычка делать красивым, делать значимым свою работу и сооружение сохранилась у авторов проекта, у конструкторов. И верхнее пролетное строение, оно гармонирует с Киласурским. Мост сам по себе, конечно, такой большой уникальной значимости не имеет, но данная речка, она, даже я скажу, половина сухумчан вообще не знает, где эта речка, существует она или нет, но имеет очень такой своеобразный, суровый нрав. Она во время паводка за счет большой площади склонов собирает очень много воды и довольно-таки бурно разливается. Потому что где существуют какие-то населенные поселки, дома, практически везде есть бетонные заграждения и защита от воды. Ну вот эта речка, даже здесь был применен способ бетонирования дна. Вот видите, чтобы не было подмыва и размыва опор. Игорь Петрович, вы сказали, что дно выложено цементом, да? Бетонированное, да, это чтобы не происходило размыва грунта. Потому что берега здесь земляные, по склонам везде. И происходит во время паводков, происходит его подмыв, и тут надо было делать значительно более глубокие фундаменты, чтобы не происходило размыва. Тут же также близость моря иногда создает свои серьезные проблемы при сильном, здесь открытый участок пляжа, и при сильных штормах, такое есть выражение, вода запирается в речке, то есть море обратно заталкивает вся воду, и это все поднимается, а потом при резком сходе создается очень сильное течение, что опять-таки может нарушить конструкцию моста. Но на сегодняшний день мост, несмотря на то, что был запроектирован, это уже в начале 50-х годов, после 54-м, по-моему, он, значит, соответствует тем требованиям,
по нагрузкам, по всем необходимым, которые необходимо сделать, которые необходимо, чтобы мост выполнял. Но нуждается в техническом уходе, окраске, конструкции, потому что они металлические, близость моря, все это, естественно, не создает благоприятную среду для продления Способствует. сроков службы данного моста. Способствует разрушению Да. время. Игорь Петрович, но чисто эстетически вот Красный мост, он, конечно, более презентабельный. Видимо, время диктует свои какие-то формы, и это уже было чуть-чуть попозже, и уже без всяких прикрас сделанный мост, да? Видите, периоды, когда существуют какие-то направления в строительстве, те же высотки московские, все создают такого величия, все, и это отражается и на всех остальных сооружениях. Посмотрите на наши вокзалы, построенные в то время. Сегодня они являются просто архитектурным украшением. К сожалению, наш пока еще не восстановился до этого, но реально, когда посмотришь, столько труда, столько красоты кроется в этом сооружении. То же самое в мостах. Просто, как говорится, Красному мосту больше повезло. Там могли тоже бросить это, и он был бы такой незаметный, выполнял бы свое значение. Рядом он существует чуть выше с Красным мостом, Белый мост. Ну, их просто нельзя сравнивать, несмотря на то, что тот мост чуть подлиннее. Игорь Петрович, скажите, а когда последний раз ремонтировали вот этот мост через речку Дзыгута? Знаете, я затрудняюсь на этот вопрос. Ну, думаю, наше послевоенное время именно ремонтом моста никто не занимался. То есть это порядка больше 40-50 лет. Да, силами администрации вверх по этой речке построены 2 моста, недавние совсем, потому что там были какие-то мостики, но, я говорю, буйный нрав реки отрезал людей, и они практически вот только в хорошую погоду, когда пешком можно было перейти через, могли общаться с внешним миром. И администрация занялась этим. Небольшие мосты, но выполняют свое назначение и функцию. Поэтому в ущелье.